Третий день Петербургского международного экономического форума сложился очень продуктивно, в том числе и для Татарстана. Накануне один из главных иностранных гостей, Милорад Додик, президент Республики Сербской, встречался с Владимиром Путиным, а уже сегодня общался с Рустамом Миннихановым. Итогом разговора стало подписание нового документа – протокола о сотрудничестве. Это Республика Сербская, господин Додик. Республика Сербская является другом Российской Федерации. И мы чувствуем вашу позицию, И мы осjećamo ваш став. очень ценим Як много ценимо. и гордимся, что у нас есть такой близкий друг и товарищ. Недавно спортсмены из Дружеской Республики были в Татарстане и совсем скоро приедут вновь уже для участия в играх БРИКС. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Владимиром Путиным. И в том разговоре он и поздравил подписание наших споразумов. И в нашем разговоре он также поприветствовал и одобрил подписание этого соглашения. Протокол о сотрудничестве предполагает дальнейшее взаимодействие по всем направлениям. Подписано 7 июня 2024 года в городе Санкт-Петербург. Одним из ключевых событий сегодняшнего дня стало объявление результатов национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Вот уже 11 лет независимые эксперты анализируют инвестклимат в субъектах, основываясь на мнении предпринимателей. И Республика Татарстан вновь с высоким результатом, заслуженное серебро. Первое место у Москвы. Губернатор Башкирии Радий Хабиров, региону которого в рейтинге досталось третье место, не преминул пошутить. Завтра домой прилечу, и меня жители окружат и спросят, вот как рейтинг, что поставили. Я скажу, ну тройку поставили. Они говорят, а татары? Опять двойку. Ну тогда лучше. Готов быть двоечником дальше, если на это позволит руководство. В целом, дело очень полезное. Мы всегда детально анализируем, где мы находимся, у кого есть какие-то интересные решения. Поэтому так держать. Бигзур Рахмат, спасибо. Кроме шуток, заходит речь на церемонии о трудовых ресурсах. По прогнозам экспертов, уже через пару лет в России не будет хватать больше 1 миллиона рабочих рук. И эту же тему Рустам Минниханов сегодня детально обсудил с представителями Таджикистана. Первый вице-премьер правительства идею поддержал. Начать с Татарстаном целенаправленно готовить рабочие кадры для нашей республики. Нам надо структурировать, во-первых, не стихийно, во-первых, должны быть учебные центры там, чтобы мы там уже готовили, чтобы здесь это, какую-то часть привозить сюда, здесь обучали. Или надо эту тему нам это отстроить. Самое большее количество рабочей силы нам надо на строительный комплекс. И желательно их, конечно, вот надо, там же русскоязычных школ достаточно много. На базе этих школ, значит, вот эти профподготовку сделать. Кое-кого сразу в наши техникумы, в наши эти можно приводить. Они, без них мы все равно стройку не победим. Да, и стройка, жилищно-коммунальное хозяйство. Вот ЖКХ, кто? ЖКХ, да. Тоже вот по ЖКХ нам надо там вот на базе ваших техникумов ПТО организовывать там подготовку, чтобы забирать в Россию. К теме подключился и российский министр строительства. Давайте пилот сделаем. Да. Пилотные и не только. Новые проекты в Татарстане после экономического форума появятся из компании «Валберес». Но у вас такие плотные контакты с Татарстаном в вашей компании. Какую ближайшую перспективу вы видите в этих отношениях? В ближайшей перспективе мы очень надеемся, что это получится. Мы хотим реализовать на территории Татарстана новую историю. Это будет такой промышленный торговый парк, на котором мы будем присутствовать как логистический партнер, и будут приземлены производители российских товаров. Мы считаем, что это будет такая очень интересная история, которая поможет локализации производства внутри страны. Подписано 7 июня 2024 года в городе Санкт-Петербург. Череда подписаний и переговоров сегодня на площадке форума продолжилась до позднего вечера, а основные итоги работы делегации Татарстана в Санкт-Петербурге подведут уже на следующей неделе. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Санкт-Петербург.